Жақында Наурыз мереке. Бүгін сіздер үшін Наурыз көже рецепті. Наурыз көже ең басты мерекелік тамақ. Бізге 7 ингредиент керек. Бірінші, негізгі ингредиент су. Суда етті пісіреміз. Ет пісірілген кезде кез келген жарманы және бидай ұнын қосамыз. Содан кейін айран мен күрт қосамыз. Жетінші, маңызды ингредиент тұз. Дайын болғанға дейін пісіреміз. Жақсы көңіл күймен қонақ етеміз. Мереке құтты болсын. Вот текст, который я вам наговорила. Теперь давайте будем разбираться с каждым предложением, с каждым словом отдельно и рассмотрим всю грамматику. Для начала возьмем 3 предложения. Жақында Наурыз мейрамы, сіздер үшін Наурыз көже рецепті, Наурыз көже басты мерекелік тамақ. Забегу немного вперед и расскажу, какие бывают притяжательные окончания третьего лица. С, С. И давайте вспомним, какие притяжательные окончания мы уже знаем. Первое лицо. М, это если мен, я. Мс, это если мы. И вспомним притяжательное окончание второго лица. Это если сен, и если сес. И вот смотрите, у нас предложение Наурыз мейрамы. Вот эта буква это притяжательное окончание третьего лица. То есть мейрам мы знаем, праздник, Наурыз мы знаем. Наурыз это март, но в данном случае это название праздника. Наурыз мейрамы, то есть праздник чей, чего, родительный падеж. Праздник Наурыз. И еще у нас встретилась Наурыз көже рецепті. То же самое, буква это притяжательное окончание третьего лица, потому что рецепт чего? Наурыз көже. Наурыз көже это третье лицо, это оно, угощение, кушанье, третье лицо, и поэтому рецепты. Теперь выучим новые слова, которые не знаем. Жақын – близкий. Жақында – скоро. Мереке – праздник. Тамақ – пища, еда. И запоминалки. Жакет сына лежит на полке близко, а платье дочери далеко. Жақын – близко. Жак плюс ын выделено и выделено близко. В словаре у нас жақын – близкий. А если мы добавим окончание да, жақында, жақын плюс да, что у нас получилось? Окончание да, это те окончания местного падежа. А местный падеж у нас отвечает на вопросы хайда, где, и каша, когда. То есть когда от слова близкий, скоро, то есть это очень близко по времени. Жақында – скоро. Следующее слово. Меркурий, бог торговли, устроил праздник на Наурыз. И вот здесь, если мы поставим беглые буквы Е, то у нас получится мереке праздник. Меркурий, мереке. Мы знаем мейрам праздник и мереке праздник. Кстати, вам задание, если сможете, придумайте свою запоминалку к слову мереке праздник. На свадьбе тамада к еде не притронулась. Выделено тама, выделено х и выделено еде. То есть тамак – это пища, еда.
Мы знаем слово синоним. Ас – пища, еда. Вот, а теперь второе слово вы знаете. Тамак – пища, еда. Давайте повторим. Жакын – близкий, жакет сына. Жакында – скоро, когда, местный падеж. Мереке – праздник, Меркурий. Тамак – пища, еда, тамада. Дальше рассмотрим. Сес – вы. Мы добавляем окончание множественного числа дер, и мы получаем, что вы уважительное отношение, то есть взрослые люди, и их много, то есть сез дер. Это тоже будет вы, уважительное, но множественное число. Сездер üşen. Попробуйте сами перевести. Üşen – это послелог, который применяется только к словам в именительном падеже. Сездер – вы, значит, сездер üşen – для вас. Правильно. Бас – голова. Мы добавляем суффикс «ты», как образуют прилагательные, вы знаете, и получаем басты, главный. Мереке – праздник. Добавляем суффикс «лек» и получаем мереке-лек – праздничный. И теперь давайте попробуем перевести. Жақында наурыз мейрамы. Скоро праздник наурыз. Сіздер үшін наурыз көже рецепті. Для вас рецепт наурыз көже. Наурыз көже басты мерекелік тамак. Наурыз көже главная праздничная еда. Хорошо, идем следующее. Берем 3 предложения. Безге жете ингредиент кажет. Беренше негезге ингредиент су. Без суда ете песеремес. Какие новые слова мы не знаем? Кажет – нужно. Дальше. Негез – основа. Негезге – основной. И смотрим запоминалки. Каждому солдату бронежилет нужен. Выделено каж, выделено ед и выделено нужен. То есть кажет – это нужно. Следующая запоминалка. Основная улика на месте преступления – несколько гильз, найденных в кустах. Выделено основ и а. И выделено не гиз. Из буквы взяты из словосочетания несколько гильз. И в словаре у нас негез – основа. Теперь, если негез – основа, мы знаем такие суффиксы гг, кг, которые добавляются, чтобы образовать, создать новое слово прилагательное. И у нас получается негезг основной. И в словаре у нас негезг основной. Повторим эти слова. Кажет – нужно. Негез – основа. Негезг – основной. Смотрим наши предложения. Безге жете ингредиент кажет. Без мы, безге кому нам. Нам нужны жете 7 ингредиентов. Беренше, порядково-числительное, вы его знаете. Первое. Негезге ингредиент су. Первый основной ингредиент – вода. Без суда ете песеремес. Здесь вы все слова знаете. Без мы, су, вода, суда, где. Это местный падеж. Ет – мясо. Что? Винительный падеж. Мы добавляем окончание, получаем ете. И песеру варить. Здесь мы как бы будем варить. Песеремес. Все здесь понятно. Идем дальше. Разбираем следующие предложения. Ет
песерельген кезде, кескелген жарманы, және бидай унын қосамыз. Содан кейін айран мен құрт қосамыз. Разбираем слова, которые не знаем. Это кез, время, момент. Это кескелген, любой. Жарма, крупа. Бидай, пшеница. Ун, мука. Хосу, добавлять. И содан киен, после этого потом. Разбираем. Время мчится, как поезд. Выделено время, выделено к, ес. То есть кез, время, момент. Следующую запоминалку мы будем запоминать при помощи слов, которые уже знаем. Кез – время и келю – приходить. Кескельген – любой. То есть это получается время для любого действия пришло. Ну, так назовем, да? Кескельген – любой. Кстати, тоже можете придумать свою запоминалку. Тоже будет для вас небольшое задание. Жарит мама крупу всегда, когда варит кашу. Выделено жар, слово жарит, слово мама и крупу. И в словаре у нас жарма, крупа. Биолог, дай пшеницу птичкам. Выделено би, выделено дай и пшеницу. Би, дай, пшеница. Грабитель унес со склада всю муку. Выделено ун в слове унес и выделено муку. И в словаре у нас ун, мука. Косулю добавили в Красную книгу. Косу добавили. Хосу добавлять. И повторим эти слова. Кез – время, момент. Кескельген – любой. Жарма – крупа. Бидай – пшеница. Ун – мука. Хосу – добавлять. И судан киен после этого потом. Здесь киен – это после лог, который применяется со словами в исходном падеже. Мы это будем позже изучать. Поэтому сейчас просто запомните. Судан киен, после этого потом. Потом разберем, как это строится, и вам будет очень просто и легко. Смотрим. Бидай уны. Помните, мы с вами в начале урока говорили про окончания притяжательные третьего лица. Что у вас получилось? Как вы это словосочетание переведете? Правильно. Бидай, пшеница, ун, мука, то есть пшеничная мука или мука пшеницы, из пшеницы. Теперь смотрим предложение. Ет песерельген кезде, кескельген жарманы, және бидай унын қосамыз. Содан кейін айран мен құрт қосамыз. Кез – время, кезде, то есть когда, да, местный падеж, во время. Ет песерельген, то есть во время, когда мясо сварилось. Кескельген – любая. Жарманы, жарма крупа, жарманы винительный падеж. Дальше бидай унын. Бидай уны – это пшеничная мука, и здесь по-своему добавляется окончание винительного падежа, будет просто буква Н в третьем лице. И косамыс, косу добавлять, косамыс мы добавляем. То есть получается, что когда сварится мясо, мы добавляем любую крупу и пшеничную муку. Содан киен айран мен курт косамыз. Сами переведите. Правильно. Потом мы добавляем айран и курт. Следующее предложение. Жетінші маңызды ингредиент. Туз.
Дайын булганга дейін пісіреміз. Жақсы көңіл күймен қойнақ етеміз. И начинаем опять с новых слов. Маныс – значение, смысл. Манызды – важный, значительный. Я думаю, вы уже сразу видите, да? Маныс – значение, добавляем суффикс «ды», получаем прилагательное. Манызды – важный, значительный. Кёнель – настроение. Кюй – состояние, мелодия. Хонак ету – угощать. А вот кёнель – кюй – настроение. И ету – делать. Запоминалки. В чем смысл махать внизу руками человеку на 20 этаже? В чем смысл, если он это не видит? Стоит там какой-то внизу муравей, что-то машет руками непонятно. Вот и вопрос. В чем смысл? Выделено смысл, выделено ма и выделено низ. Ма-ныз – значение, смысл. И то, что я вам говорила. Маныз плюс ды получаем манызды. Важный, значительный. Конь, играющий на пиле лунную сонату, поднимает настроение. Кон в слове конь, ил в слове пиле и настроение. Кёнель – настроение. И у всех на слуху Кюй Курмангазы очень известное, очень знаменитое произведение казахского композитора. И вот мы от него и будем играть. Кюй – это мелодия. И когда душа поет, то настроение дополнительно выделяется. И тогда к слову кёнель добавляют кюй. И получают кёнель кюй настроение. То есть, когда оно у вас веселое, радостное, вот когда действительно душа поет, хочется веселиться, прыгать, радоваться, тогда и говорят кёнель кюй. Следующее слово. Щербет делают на кондитерской фабрике. Ет делают, ету делать. Смотрите, ету делать, но его отдельно не применяют этот глагол. Мы должны поставить впереди какое-то существительное, и с этим существительным слово ету и будет вот именно в этой связке перевод какого-то действия. Перевод получается глагол. Вот смотрите, конак – гость. И тогда конак ету – угощать. То есть что-то делают с гостем. А что с гостем делают? Его обычно угощают. Конак ету – угощать. Или вот возьмем слово хазмет – служба. И возьмем глагол ету. Как вы думаете, что получится? Правильно, хазмет ету – служить. Давайте повторим слова. Маныс – значение, смысл. Манызды – важный, значительный. Кёнель – настроение. Кюй – состояние, мелодия. Конак ету – угощать. Кёнель кюй – настроение. И ету – делать. Смотрим наше предложение. Житенше. Вы знаете, это порядковое числительное, 7. Манызды ингредиент – туз. Попробуйте перевести это предложение. Правильно. 7. Важный ингредиент – соль. Дальше. Дайын булганга дейін песеремыз. Здесь у нас диен – это послелог, который применяется со словами в дательно-направительном падеже. Тоже это будем учить с вами. Дайын – готовый. Это слово знаем. Булган – как бы сделанный. То есть дайын булган – сделанный, приготовленный, сделанный, полученный уже готовым в прошедшее время. И вот это га
это суффикс дательно-направительного падежа. Получается даин булгангадиен до приготовления. Песеремс мы готовим. То есть мы готовим пока не приготовится, до полного приготовления. Жақсы көнел күймен қонақ етеміз. Но здесь вы, наверное, сами можете, да? Угощать қонақ етеміз. То есть мы будем угощать, мы угощаем. Жақсы хороший, көнел күймен с настроением, с хорошим настроением. И последнее предложение. Мереке құтты болсын. Здесь новые слова. Мы из одного слова сделаем несколько. Құт – это счастье, достаток, изобилие, благодать. Добавляем суффикс «ты» и получается құтты – счастливый, благодатный. Құтты болу, то есть быть, становиться счастливым. Құтты болсын, поздравляю. Здесь, конечно, мы когда будем проходить с вами третье лицо, повелительное наклонение, это будет уже словосочетание более подробно рассмотрено и будет все понятно. Но сейчас переводим как поздравляю. Құтты болсын. То есть пусть будет что-то счастливым. Құттықтау – поздравлять, и я поздравляю будет құттықтаймын. Вот все от слова құт – счастье. Зная, допустим, одно слово, и зная, как из него, при помощи каких суффиксов создать новые слова, представляете, как у вас пополняется словарный запас. Итак, запоминалка. Купцы, имеющие достаток и изобилие, могут позволить себе кутить несколько дней. Достаток, изобилие, кут. Кут – счастье, достаток, изобилие, благодать. Кут – счастье. Құтты – счастливый. Да? Тоже все понятно, как мы это сделали. И повторим. Құт – счастье, достаток, изобилие, благодать. Құтты – счастливый, благодатный. Құтты болу – становиться счастливым. Құтты болсын – поздравляю. Құттықтау – поздравлять. И можно сказать құттықтаймын – я поздравляю. Мереке құтты болсын. Как вы переведете? Поздравляю с праздником. Или дословный перевод. Пусть будет счастливым праздник. Если мы поставим құттықтаймын, то уже надо будет мереке немного поменять. То есть с чем поставить его в творительный падеж. То есть будет мерекемен құттықтаймын, поздравляю с праздником. А в данном случае дословный перевод. Пусть будет счастливым, благодатным, изобильным праздник. И вот я вас всех, друзья, поздравляю. Мереке құтты болсын. На этом, друзья, наш урок закончен. Ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, если есть вопросы. И еще раз напоминаю, что все основные положения данных уроков собраны в этом самоучителе, который вы можете приобрести, позвонив или написав на WhatsApp по этому номеру телефона. На этом все. Пока.